тогда очень болели душой за нашу республику. И тогда вопрос стоял о том, что нужна нам обязательно конституция нашей республики, конституция, после которой бы закрепила основные принципы того, что мы являемся неотъемлемой составной частью Российской Федерации, но в то же время будем обладать какими-то правами в части наших недровых богатств, чтобы мы распоряжались ими, чтобы у нас были какие-то экономические стимулы для нашей республики. И вот мы начали это движение еще в начале марта. Тогда здесь в стенах Верховного Совета 12-го созыва рассматривался проект Конституции нашего основного закона нашей республики. Мы принимали активнейшее участие в обсуждении, там, на различных площадках. Тогда перед зданием нынешнего ДП номер 1, там заседал Верховный Совет, чтобы с требованием к Верховному Совету, чтобы они поскорее приняли Конституцию, основной закон. Почему? Потому что мы, как студенты историко-юридического факультета, осознавали, что без основного закона построение правового государства тут невозможно. И Верховный Совет уже тогда прислушался к нам. Нас избрали 4 студентов в качестве наблюдателей, так называемых, от имени студенчества в Верховный Совет. Туда входили я, входил Алексеев Аян Данилович и Степанов Владлен. Вот 3 студента, которые были на постоянной основе избраны от имени студенчества в стены Верховного Совета, чтобы наблюдали за процессом конституционной реформы, так называемым принятием новой Конституции. В начале апреля Верховный Совет возобновил эту работу. И вот после этого мне, как представителю студенчества, было предоставлено слово. Мы, конечно, волновались, потому что впервые увидели, тогда же средства массовой информации очень так, как сегодня, они не были развиты. Мы практически тех людей, которых я наблюдал воочию, видел только по телевизору, и все были такие фигуры, народные депутаты, президент республики сидит. Просто, конечно, тут лукавить не надо, волнение было, и оно было большое волнение. Заранее нам оповестили, что нам предоставят слово завтра. Мы, конечно же, у меня в комнате там сидели, работали над этим текстом. Долго выбирали, кто это будет выступать. В конце концов, все, конечно, говорили, что я должен выступить я. Но я настаивал на том, что должен выступить юрист по образованию, мой однокурсник, друг Алексеев Аян Данилович. Но в последний момент все-таки он отказался от этого. Он говорит: я не смогу, иди ты. И мне пришлось выступить, взять. Но я там заранее подготовленный текст, конечно, я прочитал, но в то же время своими словами тоже изъяснил свою позицию, что студенчество настаивает на том, чтобы именно на весенней сессии наш основной закон был принят. Потому что у нас нет ни российской конституции, ни конституции Республики Саха-Якутия. В этих условиях, конечно же, строить правовое государство и закреплять те принципы, которых должно строиться федеративное государство, без принятия основного закона, это было немыслимо. Мы это четко осознавали, и это требование донесли до депутатов Верховного Совета. Вот как раз я вспомню этот момент. После принятия Конституции, это было 4 апреля 1992 года, вечером поздно, где-то в 8 часу, когда Климент Егорович трижды ставил на принятие Конституции в целом, ведь 2 раза провалилось это голосование. Потом он под разными предлогами сумел все-таки поставить его в 3-й раз на голосование, и Конституция была в целом принята. Это был... И тогда депутаты, все мы встали, просто тогда дух такой вот очень объединяющий, и такое настроение приподнятое у нас у всех было. Мы просто кричали, хлопали в ладоши, радовались всему. И слово взял Михаил Ефимович Николаев, и я вот до сих пор помню, он сказал: 27 число для нас это счастливое число. Мы 27 апреля образовали свою первую республику, автономию. 27 сентября 1990 года объявили декларацию. 27 декабря у нас состоялись выборы президента Республики Саха-Якутия первые. Давайте я вношу предложение, чтобы день вступления
в силу нашего основного закона стал 27 апреля, и отныне его именовать Днем Республики Саха-Якутия. Если с высоты сегодняшнего дня проанализировать, конечно же, не всякому молодому человеку, наверное, а ведь тогда состав Верховного Совета был 100 с лишним человек, практически 120 человек, это там и президент республики сидит, и Климент Егорович Иванов ведет, и все такие депутаты, которые занимали очень активную позицию. И время такое бурлило, демократические процессы шли, там буквально очень жаркие такие споры. И я за всем этим наблюдал, и, конечно, в этих условиях там смелость на себя взять и выйти, выступить, конечно, сегодня, если подумать, то, конечно, это, наверное, в чем-то помогло, наверное, то, что за моей спиной стояло огромное количество наших студентов, первое. А второе, это, конечно же, наш юношеский максимализм, наверное, того времени. Но, конечно, я предположить не мог, что я сам стану председателем Государственного собрания.